Грех – это то деяние, о котором человек не хочет, чтобы другие знали, что он совершил. Вот если ты не хочешь, чтобы другие узнали, что ты совершил, ты стесняешься, тебе стыдно, значит, это и есть грех. Менә бүтән кеше син эшләгән ниндидер гамәлне күренү теләмәсәң, димәк бу гөнаһ. Менә шушы кешенең эчендәге үзенең калп дип әйтәбез. Шушы аның эчендәге хисләре аңа бер оят уята икән, димәк бу гөнаһ. Что для этого нужно сделать? А если вообще для меня прощение? И он начал ходить искать. Кешеләрдән сорарга тотынды. Тегеңә барып сорый, монардан барып бәрелә, тегеләрдән сорый, менә шундый гыйлар эшләдем, бөтенесе әйтәләр, күтәреп кит, моннан син инде бетте, ләгънәтләнгән, анда шайтан бер сәҗдә кылмады, син кешеләр үтереп бәрелдең, и вот все начали его проклинать. Они говорили: все, уходи, уходи от этого, отсюда уходи, на тебя пойдет гнев Аллаха, ты уже проклятый человек, ты убил столько человек, и все его прогоняли. И один человек сказал: иди, говорит, подойди, там есть один монах, у этого монаха попроси, может монах тебе ответит. И он подходит к монаху и раскаивается в своем грехе. Говорит: я вот осознал, я совершил столько много грехов, я, говорит, хочу покаяться, хочу, чтобы меня простил мой Творец, Создатель, я, говорит, не знаю, когда уйду с этого мира, тәүбәләнәсем килә ди. Минем гөнаһларым гафу ителүне телим ди, һәм ди миңа ул юлы бармы ди. Шушыны беләсем килә ди, бармы ди, шушы тәүбә юлына баса торам, һәм Аллаһ мине гөнаһларымны гафу итер микән ди. Еще не понимает он, не понимает, кто его Создатель, он хочет найти этот путь истины. Этот монах спрашивает: а что, говорит, у тебя случилось? Что ты сделал? Говорит: неужели, говорит, у тебя такой большой грех, который не может простить Всевышний? Он говорит: я убил, говорит, 99 человек. И тогда монах говорит: для тебя нет, говорит, прощения. Тебя гафуюк ты, все, говорит, ты будешь гореть. Ты будешь гореть, сожалеть, у тебя нет прощения. Он со злостью убивает этого человека. Единче кешене үтерә. В порывах ярости, в порывах гнева, то, что этот человек ответил ему, то, что у него нет прощения. Нишләргә белми, есть кеше үтерде. Хәзер тагын тәүбәләнә, снова кается, снова ищет путь исправления. Вот знаете, каждый человек же, он по сути все-таки ищет какой-то путь, какой-то ответ, какое-то исцеление. Он все время в поисках того, что ему когда-нибудь ответят «да». Вот, например, много раз такое было, когда приходят к имаму и задавая вопрос, хотят получить утвердительный ответ, чтобы имам поставил печать, сказал: да, как бы все хорошо, все нормально. Бер вакытта шулай бер кеше килде дә, менә минде исерткеч белән сату теге нинде кибетендә эшлим ди. Бу миңа хәләлме ди? Көтә, чтобы мин аңа теге бу сиңа хәләл, әйдә эшлә дигән бер җавапны көтә. Так как сегодня у нас здесь есть представители со штаба татар, сегодня проводит ифтар. Они хотели бы пару слов нам тоже сказать, перед вами выступить, иншаллах, дадим им слово. Сегодня в лице у нас Гульнара Ханум, представитель штаба татар, который каждый год организовывает у нас в шатре московского муфтията ифтар. У них в штабе татар уже несколько раз прошел молодежный ифтар. И ифтар среди людей преклонного возраста, куда они приглашали хазратов, в том числе и нас, для выступления проповедей. И сегодня дадим им слово, пару слов, пожалуйста. Здравствуйте, дорогие друзья! Поздравляем вас с этим священным месяцем Рамадан. Мы рады вас приветствовать в этом необычном месте. Все первый раз. Здесь многие, кстати, это первый раз.
Да, мы рады вас видеть здесь. Теперь вы знаете то, что в Москве, в центре, практически в центре, есть такой московский муфтият, куда вы можете также приходить. Вам будут всегда очень рады. И здесь нам очень радостно приходить сюда, потому что здесь все представители татары, которые тоже читают проповедь на татарском языке. Вы, наверное, тоже заметили. Ильнур Хазрят очень творчески подходит к проповеди и рассказывает ее на татарском в том числе. Шуңа күрә мы хотим выразить огромную благодарность Ильнур Хазряту, который приходит и на наши проповеди в штабе татар Москвы, выделить вас отдельно благодарственным письмом от штаба татар Москвы, поблагодарить, что вы как раз ведете такую просветительскую деятельность для татар Москвы. И сегодня нас тоже были рады поприветствовать. Спасибо, Рахмат. ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى